Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы. Открытие сразу двух важных объектов и соцразвитие района в целом. Айсан Николаев работал сегодня в Тампонском улусе. Детский спорт отправляется в Сибирь. Стало известно место проведения вторых международных зимних игр «Дети Азии». Каждый пятый ребенок в Ленском районе носит редкое имя. Какое из имен стало самым необычным в этом году? «203 новых случая COVID-19, в том числе 28 носителей, выявили в Якутии за минувшие сутки. По информации оперштаба региона, в Якутске заболели 95 человек, в Алданском районе 16, в Мирнинском 14, в Мегино-Кангаласском 9, в Амгинском районе 8 случаев, в Нерюнгринском районе выявили 7 заболевших, в Ленском 6, в большинстве других районов от 1 до 5 случаев. В местах падения частей ракетоносителя, это в Алданском и Кабайском районах, работают якутские экологи и спасатели. Успешный запуск ракеты «Союз-2.1Б» с космодрома «Восточный» состоялся накануне. После успешного отделения головной части разгонный блок продолжил выведение аппаратов на заданную орбиту. В районах падения отделяющихся частей Алданском и Кабайском ведут поиски представители госкорпорации «Роскосмос», службы спасения Якутии, задействованы радиолокационные системы. Рабочие группы произвели облет районов падения с визуальным осмотром. Экологи взяли пробы и замеры радиационного фона на мониторинговых точках. Стало известно, где пройдут вторые зимние игры «Дети Азии». Сегодня президент Международного комитета игр Владимир Максимов и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписали соглашение о проведении соревнований в 2023 году. Согласно документа, вторые международные спортивные игры «Дети Азии» примут 4 кузбасских города. Это Кемерово, Новокузнецк, Кашталот и Междуреченск. На сегодняшний день в программу игр входят 7 обязательных видов спорта: биатлон, лыжные гонки, шорт-трек, хоккей, сноуборд, горнолыжный спорт и фигурное катание. Представители Кемеровской области предлагают дополнительно включить в программу прыжки на лыжах с трамплина, керлинг и фристайл. Напомним, первые зимние спортивные игры «Дети Азии» прошли в прошлом году, и принимала их Сахалинская область. Социально-экономическое развитие Тампонского района сегодня обсудили с главой Якутии во время его рабочего визита в Улус. По словам Айсана Николаева, в настоящее время район активно развивается, особенно промышленные проекты. Так, уже в следующем году запустят фабрику на золоторудном Нежданинском месторождении. Это крупнейший проект не только для золотой промышленности Якутии, но и в целом для золотодобычи в стране. Появятся сотни рабочих мест, в первую очередь для жителей Тампонского района, отметил Айсан Николаев. Активно развивается транспортная инфраструктура, строятся региональные дороги, муниципальные дороги, строится федеральная дорога Колыма. И, конечно же, вот в ходе этой работы мы видим, что появляются новые возможности для наших сельских территорий. И об этом тоже сегодня речь шла, чтобы и на стройке, и уже потом в ходе эксплуатации местные компании тоже принимали самое активное участие. В целом, я считаю, что Тампонский район в 2020 году показал неплохую динамику развития. Здесь впервые за многие последние десятилетия, вот уже второй год подряд растет численность населения. Это тоже очень хороший показатель. Ну и, конечно, мы видим активное такое социально-экономическое развитие. И в дальнейшем район будет находиться всегда в центре нашего внимания. В торжественной обстановке открыли сегодня вновь построенную Тампонскую многопрофильную гимназию имени Вячеслава Штырова. Новое здание на 220 учащихся отвечает всем требованиям современного учебного заведения. Необходимым оборудованием полностью оснащены кабинеты биологии, физики, химии, изобразительного искусства, мастерская для мальчиков, а также кабинет технологий для девочек. Столовая рассчитана на 100 посадочных мест. Рядом универсальный спортзал со сценой для занятий физкультурой и культурно-массовых мероприятий. Открывая гимназию, глава Якутии отметил, что строительство здания стало возможным благодаря включению проекта в программу соцразвития Центров экономического роста по решению полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. В 2018 году
началось строительство, и вот сейчас оно завершено. Замечательный объект и гимназия, которая, на самом деле, этот вопрос ставился очень давно об получении нового здания. Сейчас как раз уже переехала в новое здание, и сразу практически уже в ближайшие дни дети уже начнут образовательный процесс в абсолютно красивом, новом, современном здании, оснащенном уже по самым высоким нормативам, которые в нашей стране есть. И я уверен, что, конечно же, это позволит ученикам гимназии получать более глубокие знания, преподаватели смогут работать в более комфортных условиях, и это все даст результат в виде повышения качества образования. Администрация Якутска выступила с очередной инициативой объединением округов столицы. В Большом зале мэрии сегодня состоялись публичные слушания по изменениям в устав города. Ульяна Шагина расскажет о принятом решении. Смогут ли прошедшие публичные слушания в полной мере выразить общественное мнение жителей 3 округов, покажет время. Из-за пандемии в зале собралось минимальное количество человек. И только нескольким депутатам и 2 общественникам удалось выступить. Несколько лет тому назад в рамках оптимизации, поликлинику 4-ю весь взрослый состав перевели на Кальвица, а детей с того округа, наоборот, в нашу поликлинику. И вы представляете, что это такое? Мы тогда письма писали тоннами бумаг, тоже опять активизировались, потому что неудобно людям с такого небольшого по территории, но густонаселенного. Значит, поликлиника, представляете, густонаселение, там уже территория не имеет сколько квадратов. У нас 9-этажные дома, 5-этажные дома. В итоге у нас сейчас люди пытаются не болеть, пытаются не ездить. Начать реформу устройства муниципальных округов планируется с объединения 3 крупных управ – Центрального, Октябрьского и Губинского округов в один центральный округ. По численности населения каждый из них как отдельно взятый улус. Поэтому на что повлияет такое объединение, остается пока только гадать. Мнения, конечно, разные. Я думаю, что когда какое-то решение касается большого количества горожан, необходимо принятие взвешенного решения. Поэтому я думаю, очень важно принять участие во всех обсуждениях. Основной аргумент администрации города в пользу реформы – схожесть проблемных вопросов, экономия в сокращении работников. Между тем, как говорят специалисты, она коснется только муниципальных служащих, но никак не общественных организаций. В этом уверены и те, кто за объединение. После всех собраний, после всех разъяснений на сегодняшний день мы за объединение. Почему? Нам очень хорошо разъяснили, что наши общественные организации сохранятся в том же виде, в том же составе, в котором мы существуем на сегодняшний день. Депутаты указали на недоработки как в проекте решения, так и в пояснительной записке. На публичных слушаниях не предусмотрена процедура голосования, так что окончательное мнение теперь должны принять столичные депутаты. Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск. В Алдане сданы в эксплуатацию 5 многоквартирных домов по программе переселения из аварийного жилья. Первыми ключи от новых квартир получили новоселы по улице Строителей 1А в микрорайоне Солнечный. Поистине новогодние подарки вручал вице-премьер республики Кирилл Бычков. Отметим, что застройщики, а это местные строительные компании, выполнили свое обещание сдать дома в декабре и уложились в заявленные сроки. Прежде всего, очень символично, что в канун Нового года, как в известном фильме про Старый Новый год, это прекрасно, когда наряжается елка, когда люди получают ключи к празднику. Так вот, это, конечно, только старт. По большому счету, 2-й год программы завершен, впереди еще 4 года. И я считаю, что такого прорыва в строительном секторе по жилью в республике не было точно никогда, но и в советское время тоже было один раз, когда поселки эти начали строиться. То есть сейчас они перестраиваются заново. Выплаты для детей до 7 лет начнутся в Якутии с 21 декабря. Напомним, президент России Владимир Путин во время пресс-конференции объявил о новой выплате по 5000 рублей на каждого ребенка до 7 лет включительно.
Он уточнил, что речь идет о каждом ребенке в семье. По сведениям Пенсионного фонда, в Якутии 110 тысяч детей до 7 лет включительно. Все эти семьи должны получить выплату до Нового года. Всего же на эти цели из резервного фонда правительства страны направят 73,5 миллиардов рублей. Больше века работает ЗАГС в Ленске. За это время регистрацию прошли тысячи новобрачных и новорожденных. Также работники учреждения были свидетелями регистрации необычных имен. Какое было самым необычным в этом году и сколько сыграно свадеб, узнавали наши коллеги. В 80-е годы была одна известная, скандально известная журналистка, ее псевдоним Юлистана. И моя тетя Ариадна Спартаковна, она, наверное, была фанатом этой журналистки. Потом, когда я родилась, она дала мне это имя. К необычному имени ленчанка Юлистана давно привыкла. А вот новые знакомые, конечно, частенько удивляются. Имя не превратило женщину в скандальную журналистку, но явно определила судьбу. Юлистана уже 5 лет работает в отделе ЗАГСа и частенько регистрирует других людей с редкими именами. Каждый 5-й ребенок в Ленском районе носит необычное и редкое имя. В этом году у нас, самое редкое в этом году это у нас Таина. Работников ЗАГСа в наше время уже ничем не удивишь. За 102 года существования у Ленского отдела ЗАГС сложилась история. Сыграли 26 тысяч свадеб, зарегистрировали 56 тысяч новорожденных. К сожалению, не обошлось без разводов. Браки расторгали 12 тысяч раз. Все данные бережно хранятся в архиве. Самая старая запись здесь от 1926 года. Все данные записаны от руки. Несмотря на ограничения, ленчане продолжали жениться, рожать детей и даже стали реже расходиться. По сравнению с 2019 годом, в 2020 расторгли брак на 156 пар меньше. Данные по заключению брака пандемия все-таки внесла коррективы. В этом году расписалась на 116 пар меньше. В этом году рождение составило как 361, заключение брака было 163, сильно оно не меняется с течением годами. В этом году разводов было намного меньше, составило 123, смерти было 398. Конечно, бумажной работы у сотрудников ЗАГСа достаточно. Каждый день нужно выдавать какую-либо справку, свидетельство о рождении, занести данные в архив. Но, как говорят работники, приятно быть частью почти всех важных и значимых событий в жизни людей. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». На этом наш выпуск подошел к концу. Берегите себя и своих близких. Не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах. Всего доброго и до свидания.